Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Царегрецька, яку обіцяли. Ми продовжуємо говорити про головні теми. І в нас вже є наступний гість у студії. Це військовий експерт Олег Старіков. Доброго ранку, пане Олеже. Власне, хочу почати нагадати нашим глядачам і поговорити дещо про саму актуальну інформацію. Це про те, що відбувається наразі в окупованому Криму, тому що є ще одна тема, яку ми обговоримо обов'язково. Але сьогодні зранку у Криму відбулися обшуки. Знову в черговий раз цілих 2 обшуки у Нижньогірському районі обшукують житло Базара Іслямова, не допускають нікого, навіть власників у оселю, аби бути присутніми під час цього обшуку, де діють озброєні окупаційні силовики. І також у Джанкої триває обшук у Енвера Кроша, точніше він там був, його вже відвезли до райвідділку. І, власне, цікаво, що буде далі, які судові розгляди, які вироки будуть, хоча, в принципі, спрогнозувати не так вже й складно. І, знову ж таки, продовжуючи тему Криму, ви, напевно, знаєте, пане Олеже, про те, що на полігоні у Криму тривають навчання військові. Ну, от, давайте поговоримо про це, власне, що би це значило, на вашу думку? Ну, дело в том, что в каждом начале года идет планирование боевой подготовки. Это в вооруженных силах Российской Федерации, в принципе, она является правопреемником вооруженных сил Советского Союза, всегда было планировано. Начало нового учебного года это с января месяца. Вот сейчас идет боевое слаживание, учение, поэтому само по себе вот эти учения, но не влияет ни на какую оперативную установку. Это идет плановая боевая подготовка и плановые учения. Поэтому на это обращать особо не надо. Внимание надо обращать на то, что если они заводят туда новые виды вооружения, это раз, но не оборонительного характера, а наступательного. Если, например, они начнут туда заводить новые виды ядерного вооружения, я думаю, если это не начнут такое делать, то спецслужбы, я имею в виду разведки ведущих стран мира, они, в принципе, это отследят и об этом скажут. Вот это самое главное. Учения они проходят, это боевая подготовка, кстати, вооруженные силы Украины то же самое проводят учения, и вооруженные силы Штатов, і всі проводять. От, знову ж таки, що вам відомо про оснащення зараз у Криму і стосовно техніки, яка там зараз перебуває, і підготовки військовиків? Вам щось відомо взагалі про це? Є якась інформація? Сейчас Черноморский флот и та группировка, которую они сейчас создали после оккупации, она вошла в состав Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Именно тот Южный военный округ, который воюет против нас. То есть они и с юга они группировку сделали в Крыму, подталкивают нас снизу. А на востоке вот это 8-я армия, там вот это, с которой 1-й, 2-й армейский корпус, который входит в состав 8-й армии. Вот это с нами воюет Южный военный округ. Значит, само по себе вооружение они переформатировали, они ставили эти воинские части и вели туда в том числе и Черноморский флот. То есть получается, что сам Южный военный округ включает сухопутную составляющую, военно-космическую составляющую и Черноморский флот. То есть вот такой какой-то округ, который нацелен на ведение боевых действий. Вот они, в принципе, это и делают. Состав вооружения, для того, чтобы туда вести новые корабли, это через Босфор, Дарданеллы, Турция, там есть договоры, они особо туда такие серьезные не пропустят. Новый Новороссийск, там тоже особо и заводов никаких нет. То, что было старье, там у них осталось, ихнее. То, что они наши развалили, флот наш полностью развалил, сейчас пытается нам впихнуть его, слово извините, такое, но не впихнуть это хламье для того, чтобы не самим утилизировать, а вот этот хлам, чтобы мы утилизировали. Слава Богу, сейчас высшее военно-политическое руководство на это не идет, наша Украина, чтобы брать это все. А в принципе сейчас выставят судебные позовы, пусть они деньгами возвращают. Я думаю, если выиграют позовы, то будут возвращать деньгами. А само по себе, вот сейчас прошла информация о том, что они завели туда несколько дивизионов
дронов С-400 – это триумф. Но если справедливости ради, это надо сказать, что это средства ПВО, дальнее ПВО – это оборонительное оружие, это не наступательное. То есть они ту группировку, которая есть, они оснащают и защищают именно средствами ПВО. Они думают, что на них НАТО будет нападать, мы будем... То есть они защищаются, тут остров они сделали такой большой авианосец, и защищаются всех, кто на них будет нападать. Вот у них такая психология. Я вас зрозуміла. Ну, власне, пане Олеже, ми ще будемо продовжувати говорити про саме актуальне, що є наразі, і намагаємося зв'язатися з речником штабу АТО, який нам повідомить, власне, останню інформацію про те, що наразі відбувається у зоні проведення антитерористичної операції. Але спершу я хочу задати вам запитання. От, ну, я розумію, що це такого певного роду гадання на кавовій гущі, але тим не менш, є якась гіпотетична можливість того, що все ж таки знизу, з боку Криму, Росія почне якісь такі дії? Чи вона в цьому зараз не зацікавлена? Нет, Тільки оборона? Да, нет, дело в том, что все, что сейчас происходит, что делает Российская Федерация, вооруженные силы, Министерство иностранных дел Российской Федерации, их информационное обеспечение, военное обеспечение Министерства обороны имеет свою логику. Это все логика. Это, если кто-то говорит, что это все спонтанно, нет. У них все логично. Все это прописано в законах. Я это называю доктрина Герасимова. Герасимов – это начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. И не зря Герасимова недавно приглашали на встречу с генеральным секретарем НАТО. Не Шойгу приглашали, министра обороны, а Герасимов. Именно военный, тот, кто все это планирует. Вот они недавно встречу с Столтенбергом они встречались. Поэтому сама по себе доктрина, она подразумевает, Герасимов, она подразумевает принуждение к миру. У них нету стратегии, что они нападают большими силами. То есть сейчас той войны, которая была по итогам Второй мировой войны, извините за тавтологию, сейчас нету. Сейчас наступлениями, фронтами, армиями нету. Сейчас основное идет удар высокоточным оружием, военно-космические силы. В принципе, они продемонстрировали в Сирии. Да? Они завели туда, хотя этот авианосец, Кузя, который дымил там всем. Но это не они привезли авиацию туда. Авиацию это для военно-космической силы. И высокоточным ракетным вооружением они бомбили. В основном они меньше туда заставляли личный состав солдат. Потому что сейчас война технологичная, бесконтактная. Понимаете? Сейчас нету вот такого. Они совершенно другая технология. Зрозуміло, дякую за відповідь. Зараз у нас на зв'язку телефоном Василь Лабай, речник штабу АТО. Пане Василю, доброго ранку. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про останню інформацію, власне, що відбувається зараз на Сході, тому що от були знову збройні провокації минулої доби. Яка ситуація наразі? Слід відзначити, що більш ніж півтори доби протримався режим перемир'я вздовж цієї лінії зіткнення. Останнє повне припинення вогню на моїй пам'яті було зафіксовано більш ніж 2 роки тому, ще в вересні 2015 року. Вчора близько 5-ї години вечора російсько-окупаційні війська грубо порушили режим тиші, обстрілявши позиції Збройних сил України із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Це трапилося на Приазов'ї, зокрема в цьому районі ворог з тимчасово непідконтрольного українському уряді з Саханки відкрив вогонь по наших позиціях зі 120 та 82 мм мінометів неподалік Лебединського. Крім того, у вечірній час противник на Луганщині зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля населених пунктів Кряківка і Станиця Луганська. У жодному з випадків українські військовослужбовці вогонь відповідь не відкривали. Загалом вздовж цієї лінії зіткнення минулої доби зафіксовано 3 обстріли з боку бойовиків. Унаслідок одного з ворожих обстрілів на Луганщині отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Вчора останній обстріл завершився близько 10-ї години вечора, і відтоді вздовж лінії зіткнення зберігається режим тиші. Тобто від початку цієї доби обстрілів також не фіксується. Водночас хочу наголосити на тому, що наші бойові підрозділи, які перебувають на першій лінії оборони, пильність не втрачають.
Усі військовослужбовці знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником. Така, власне, ситуація зараз на сході України. Студія, вам слово. Дуже вам дякую, пане Василе. Василь Лабай, речник штабу АТО, був з нами на зв'язку і, власне, розповів про саму актуальну інформацію зараз зі Сходу. Пане Олеже, ну, хочеться поговорити от саме в контексті оцих подій, що відбуваються. Ну, ми бачимо, знову ж таки, в принципі, одні й ті самі повідомлення. Режим тиші не дотримується, ну, протримався він 1,5 доби. Ну, що це таке? Зокрема, те, що наразі відбувається у ПАРЄ, обговорюється питання України, гуманітарної ситуації в Україні, зокрема резолюція, яка була прийнята напередодні, вона говорить про те, що має приділятися увага, більше уваги саме ситуації не тільки з переселенцями, вимушеними переселенцями зі Сходу, але й з тими людьми, які воювали на Сході, повернулися, і відповідно їх соціальне забезпечення і так далі. Я знаю, що з цим у нас є проблема, і от, власне, пане Олеже, вам слово. Я хочу уточнить в предыдущей теме. Дело в том, что вооруженные силы Украины – это элемент сдерживания. И чем сильнее будут наши вооруженные силы, тем меньше опасности, что на нас будут нападать. Это самое принципиальное значение. Это не означает, что вот сейчас это есть такая у них стратегия, мы развалили вооруженные силы, а на нас нападать не будут. Вот само построение, чем сильнее наши вооруженные силы, чем противник понесет больше безвозвратных потерь, тем меньше шансов, что они на нас нападут. И вторая категория – это то, что чем сильнее будет наше общество, чем оно сплоченнее будет, и чем сплоченнее общество, тем обратно вот эти гибридными атаками на нас тоже меньше будут нападать. Это первый тезис. Второй. Значит, само по себе социальное... Смотрите, что сейчас происходит. Профессиональная адаптация и медицинская реабилитация личного состава, который прошел боевые действия и сейчас проходит, который будет возвращаться на материковую, с Восточного фронта, это одна из самых больших проблем для вооруженных сил и для государства. Потому что у тех, кто был на войне, есть такое понятие, медицинский термин посттравматический стрессовый синдром. Это те люди, которые воевали. Но, кстати, то же самое, вот мы находимся в тылу, кто переживает за это, у нас тоже такое есть. Но у нас более в мягком выражении, но это тоже такое есть. И во всем мире такие участников войны проводят медицинскую и социальную адаптацию. Я приведу пример. После Вьетнамской войны Соединенных Штатов Америки через 10 лет 60% тюрем были заполнены участниками Вьетнамской войны, которые совершили уголовное преступление. И тогда американцы поняли, что они что-то не сделали, и создали Министерство по делам ветеранов, которое занимается теми вопросами, которые сейчас я вам говорил. Значит, второе. Сейчас у нас центральный орган виконавчої влади, кто этим занимается, это Державная служба справах ветеранов войны, это участников АТО. Но эта державная служба, она маленькая сама по себе, не имеет никаких механизмов. Наконец-то, когда общественность на комитетах по ветеранам выступали, и мы говорили Третьякову о том, что необходимо это такое министерство сделать. И вот 18 числа на сайте Верховной Рады было опубликовано постановление Кабмина, постановление Верховного Совета, проект постановления о том, что создать Министерство по делам ветеранов. Это очень правильно. Социальная адаптация, реабилитация, защита ветеранов, потом создание национальных військовых мемориальных кладовища. Это тоже важно, потому что все страны мира, кто воюет, у них есть мемориальное кладовище. Кстати, президент Трамп, то есть президент Америки, когда первый пункт в его инаугурации, когда он начинает входить в должность, он первым делом посещает Арлингтонское кладбище. То есть отдает честь воинам, погибших за защиту Америки. Понимаете, это совершенно воинские ритуалы. Поэтому, если наше государство не обратит лицом к этим проблемам, будут очень, извините за тавтологию, большие проблемы. И что еще скажу? Вот смотрите, сейчас в обществе ходит то есть идет дискуссия о перерасчете пенсии военнослужащим и ветеранам воинской службы. Объясню в двух словах, что это такое. Наши военнослужащие, должностные оклады военнослужащих состоят из 3 частей. Первое – это оклад по воинскому званию, оклад по должности и по выслуге лет. Так вот, оклад полковника. Вот я полковник, уволился 12 лет назад. У меня оклад был 135 гривен. Так вот, как вы думаете, сейчас полковник, который служит, у него оклад по воинскому званию какой?
135 гривен. Должностной оклад у меня был там 1000 сколько-то, сейчас у полковника то же самое. Тоже такое же самое, 1000. А откуда у них идут, в принципе, большие деньги, которые воюют? Это правильно совершенно. Там 20-25 тысяч, это совершенно правильные деньги. Оно идут за счет премий. И 600-700% премии получается, они получают 20-25 тысяч во время ведения, во время нахождения на фронте. Когда они увольняются, у них пенсия 4 тысячи. И когда они, откуда? Потому что премия сама не идет в выслугу лет, то есть не идет именно в пенсионное обеспечение. Так вот, общественность подняла этот вопрос для того, чтобы премии, это навести в этом деле порядок. Но что делает, было принято 704 постанова. Но что делает власть? Гройсман с Ревой, он обманывает общественность и говорят, что теперь сама технология начисления пенсии будет только от выслуги лет. То есть не имеет значения, ты стал генерал, у тебя как вот, должностной оклад такой-то, или ты командир взвода, пенсия у тебя будет одна и та же. То есть само по себе, сама концепция воинской службы, что ты, когда офицер идет на воинскую службу, у него он карьерист. Мы все шли на службу, мы карьеристы, мы росли по воинским должностям, званиям, правильно? А они сейчас делают армию контрактной, а не профессиональной. Они разваливают армию таким способом. Они разрушают, они не создают элиту. Элита армии это офицеры, это офицерский состав, которому не надо говорить, стрелять или не стрелять. Что основная проблема в Крыму? Почему? Почему офицеры, то есть не командиры, не давали команду стрелять когда заходили на территорию? Это же проблема. А я когда служил, у меня мысли такой не было, возникла, как же так, у меня заходит на охраняемый объект, у меня караульное помещение, и я даю команду караульному спрятать автомат и стоять там с палкой. Вот понимаете, вот идет разрушение армии. Если они сейчас постанову примут, как они хотят, по выслуге лет, армия через 5-10 лет будет контрактная. То есть армия заробітчан. И мы проблему именно построения профессиональной армии не решим. Насправді поясніть, що більш детальніше, чому ви вбачаєте проблему саме в контрактній армії? Армія заробітчан, все ж таки людина розуміє, що вона йде, вона за це отримуватиме гроші і відповідно, тут певна логіка, в деяких, можливо, не спрацьовує. А в чому тоді проблема? Все ж нормально. Рассказываю. Тарас Григорьевич Шевченко сколько лет в армии служил? 25. Почему? Потому что солдат, который служит, одно дело в армии, 2 года. Что такое солдат 2 года? Это вообще ничего особо-то не знает. Да? Пошли по пути необщего призыва, это израильская армия пойдет по пути, служат там все, а потом уже начинают у них совершенно другой способ комплектования, но это отдельная проблема. Значит, у нас что такое? Солдат 18 месяцев служил. Потом, кто хочет служить, служит дальше. Но армия, армия сама по себе строится на профессиональных солдатах, на профессиональных сержантах. Мы сейчас взяли концепцию американскую. То есть у нас должен быть профессиональный сержантский корпус. Они должны тоже служить там 20-25 лет. Так вот, чем человек подготовленнее, тем он профессиональный. Один профессиональный солдат, то есть Тарас Григорьевич Шевченко, стоил 10 новобранцев во время войны. Это он прошел войну, он знает, как вести себя, он не погибнет, а новобранцы гибнут. Понимаете? Поэтому сами по себе солдаты, которые будут служить, есть ведь разные, рядовой состав, сержантский состав и офицерский состав, правильно? Это совершенно разные категории. Если солдат не подготовлен, он погибнет сам. Если командир взвода не подготовлен, он погубит взвод. А если генерал не подготовлен, он погубит армию. Или полк, или дивизию. Понимаете, он погубит. Он, кстати, 14-15 год показал, как были из-за неподготовки офицерского состава, высшего командного состава и оперативного состава, мы попадали в Иловайские котлы и всякие другие котлы. Правильно? Поэтому это совершенно другой вид деятельности. И тут должны быть профессионалы, а не заробітчане. Офицер должен, если он пошел служить, еще раз, последний тезис. Почему раньше при Советском Союзе, не надо выкидывать, что было все при Советском Союзе плохо. Там был принцип, 25 лет, вытягивали все соки, силы. Служба в армии, это не 8 часов. Вот у вас ГЗОТ вас защищает, гражданских, да, ГЗОТ, 8 часов. Служба в армии, если ты поступил на службу, 25 лет, ты служишь постоянно. Служба в армии, солдат, то есть военнослужащий, бывает только в отпуске, на службе, в отпуске, в командировке и в госпитале. Он все это время служит.
то есть человек служит 24 часа. И поэтому сделали 25 лет, чтобы медика посчитали, чтобы потом вот эти все профессиональная реабилитация, чтобы потом человек не болел, ну, в принципе, уходит уже с болезнями и на пенсию. Так вот, это у нас не пенсия, это у нас компенсация за утраченное здоровье. Это самое основное. И последний пример. Вспомните, если смотрим американское кино, показывают, полицейский ходит, 20 лет ждет, когда на пенсии выйдет. Да? Ну, есть такое. Да? Почему 20 лет? Потому что с него вытягивают все соки, он уже устал, ему надо уходить. Наступает профессиональная деформация. А у некоторых деградация. Он 20 лет, больше нельзя служить. И в армии 25. Рева 30 лет. Вы понимаете, что такое 30 лет служить? Это наступает не деформация, а деградация. И знаете, вот есть и в заключении, есть такой армейский анекдот в аттестации, вывод. Полностью выжил из ума, не способен самостоятельно принимать решения, вывод, достоин выдвижения на руководящую работу. Вот это Рева с Гройсманом, вот это пытается и сделать. Я вас зрозуміла. На жаль, це все, про що ми встигли сьогодні з вами поговорити. Військовий експерт Олег Старіков з нами розмовляв в ефірі. Дивіться телеканал АТР, ефір триває. Бой з Керем Сербіс-Лігійчун Челешамес, а команда АТР робить усе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Будьте з нами.